Расскажи немного о себе. Я с Усть-Алданского района, но родилась я в Тамбонском районе, село Кресхаджая. Я участвовала в детском саду, но это как бы была обязаловка. Ага. Вот. И после этого, после ФИИ, в университете участвовала также, и после всего вот этого вот в этом году решила участвовать в Мисс Виртуальная Якутия. Ага. Для чего ты участвуешь в этих конкурсах? Ну, не секрет, что конкурсы красоты очень развивают человека, так и внутренне, так и внешне, да. И прежде всего это колоссальный опыт, это новые знакомства, и с помощью таких конкурсов я узнала, можно сказать, то, что ты, как-то, да, саморазвиваешься и становишься более уверенным, более значимым для окружающих. Скажи, пожалуйста, а окружающие тебя на улице стали узнавать? Вот, для кого ты стала значимой уже? Да, после конкурса, да. И до конкурса, в момент, когда у нас уже шел процесс подготовки, люди меня уже узнавали на работе, потому что я работаю именно с клиентами. И вот во время работы люди подходили и говорили, вот, я за вас проголосовал, но это было очень мило. Увеличилось ли количество подписчиков в твоих социальных сетях? В момент, когда я поставила хэштег MBA 2019, это было в августе, подписчики мои где-то там были, по-моему, 6 тысяч. Ага. А сейчас где-то 11. Капец. Получается, за 2 месяца прибавилось 5 тысяч человек. Да. Кто из предыдущих Мисс Виртуальная Якутия тебе нравится больше всего? Каждая девушка по-своему очень красивая, но мне лично импонирует Марго Гирс. Если бы вам пришлось выбирать Мисс Виртуальная Якутия этого года, кому бы вы отдали корону? На самом деле очень сложный вопрос. Мы все с девочками очень подружились в этом году. Если бы я не участвовала, я бы, наверное, проголосовала за Гулю Аверинскую. Да. Что было самым сложным в конкурсе, а что изи? Самым сложным, наверное, было совмещать с работой, потому что я каждый день работаю с 9 часов утра до 7 вечера, и после этого каждый день у нас были репетиции в 7:30. И так как у нас в финале был выход в купальниках, нам еще надо было как-то заниматься спортом, да? И после репетиции я еще дома занималась спортом. И поэтому самое сложное для меня было именно вот совмещать все вот это. Изи, наверное, это выход в купальниках. А вот дефиле в купальниках? Изи, да. Что ты думаешь по поводу того, что в Твиттере бурно обсуждают этот твой комментарий? Бывает, конечно, что такие обсуждения, но я отношусь к этому с юмором и так легко просто. Получился замечательный мем. Изи. Да. Но все равно меня радует то, что есть люди, которые меня поддерживают, и это очень радует и мотивирует. Как ты относишься к тому, что конкурсантка из Колумбии негативно прокомментировала твое участие? Честно говоря, поначалу я очень сильно, загрустила, расстроилась, и они прям очень бурно начали хейтить, и я прям сидела и блокировала их. А потом, когда мои люди начали меня поддерживать, я как-то отпустила это, и мне стало легко. И в итоге всего вот этого инцидента она у себя на странице публично извинилась, и мне в дайректе тоже написала слова извинения и попросила прощения, возможно, за то, что она как-то затронула мои чувства. Она так написала.
и в конце поставила там сердечки, то, что встретимся там в Канкуне и так далее. И я, конечно, тоже в таком позитивной ноте ответила ей. Но вообще насчет всего вот этого инцидента, просто я изначально и вообще не собиралась как-то негативно высказываться в ее адрес, да, потому что, ну, во-первых, это не отвечает никак по моим принципам, и, во-вторых, меня, ну, не так воспитывали, чтобы как-то плохо высказываться, грубо о другом человеке, и особенно если это касается его внешнего вида. И в-третьих, конечно же, это просто конкурс, я это понимаю, безусловно, и ну, ради конкурса как-то опускать свою республику и тем более страну. Скажи, пожалуйста, она объяснила причины, почему она так сделала? Ну, нет, причины не объяснила, но она, ну, конечно, ну, не конечно, а увидела конкуренцию, а конкуренция это все равно, кто может составить конкуренцию, да? Конкуренцию может составить сильный человек. И, возможно, в какой-то степени она испугалась нас, и в этом тоже есть свои плюсы, и как-то уже меня знают там в Колумбии, это тоже плюс. Да, она тебя прорекламировала в Колумбии. Да. Теперь большая часть Колумбии будет голосовать за тебя, конечно. Кстати, да, колумбийцы, ну, с Колумбии мне тоже писали, короче, типа, я проголосовала за тебя, и это были именно девочки из Колумбии. Не боишься ли ты поехать в такую далекую страну, как Мексика? Боюсь, честно скажу, но пытаюсь, опять же, мыслить только с позитивной точки зрения, потому что я верю во все это, то, что мысли наши материальные и так далее, и ну, верю в то, что все будет хорошо. У тебя немало подписчиков в Инстаграме. Вот. Скажи, пожалуйста, ты берешься за рекламу? За рекламу стараюсь не браться, потому что в первую очередь это очень ответственно. Если, допустим, ты отрекламируешь какой-то продукт, да, и от этого, ну, какой-то человек пострадает, или, возможно, там, если это еда, то отравится и так далее, то все равно в какой-то степени ты будешь вовлечен в это и в какой-то части виноват все равно. И поэтому я как вот еду, рекламу я вообще вот категорически нет. Но я рекламирую именно те услуги и те продукты, которыми я сама пользуюсь и которые мне самой нравятся. То есть по большей части это советы дружеские. Да, можно так сказать. Как ты поддерживаешь свою прекрасную фигуру? Это что, спорт, питание? Ну, и то, и то. И занимаюсь спортом я с детства, и правильно питаюсь. Ну, прихожу к этому со 2-го курса, по-моему. Да. То есть как начала заниматься? Да, ну, питаюсь правильно. Я в какой-то момент в своей жизни исключила совсем сладкое, но сейчас грешу чуточку. Но вот я, допустим, исключила там мясо, свинины, шашлыки я не ем. Сейчас вот красное мясо хочу исключить. Вот, допустим, к этому я иду. Каким должен быть мужчина твоей мечты? Это секрет, да. Нет. Ну, на самом деле, ну, могу сказать 3 основные качества. Это чувство юмора, это мудрость и целеустремленность. Что играет в твоих наушниках сейчас, ну, то есть что ты слушаешь в повседневности? Так, сейчас у меня на репите я, ну, обожаю русскую музыку, и сейчас у меня на репите эта песня. Это новая исполнительница, Мия Бойко называется, и совместно с Текилой поет.
Ну и очень мне нравится Билли Айлиш. Вот это прям топ-репит с лета. Ну, да, это замечательная русская исполнительница Билли Айлиш. Можешь показать, без чего ты не выходишь из дома? Ну, то есть твой набор минимум в сумочке. Да, конечно. Так, сумочка у меня любимая от Дона Каран Нью-Йорк. И я не выхожу никогда без кэшбука. Я всегда записываю свои доходы и расходы, это очень важно. Не выхожу без кушона. Он у меня идет уже с зеркалом. Визитница. Вообще наушники это вау. Без него вообще никогда не выхожу. Мой любимый парфюм. Матирующие салфетки у меня. Крем для рук. Расческа. Так, ключи мои. Гигиеническая помада. Обычная помада. Так, мой паспорт. Чехол я не буду показывать, потому что он старенький. И так, это штучка для ресничек и жвачка, но только она закончилась. Ну и, безусловно, без телефона. Вот. Да, все. Прекрасный набор, чтобы выигрывать Конкурсы. конкурсы. Да. Если бы твоя жизнь была фильмом, как бы ты ее назвала? Назвала бы я проект счастья, потому что именно сейчас, в данный момент моей жизни, я работаю над становлением личностью. И недавно я прочитала книгу, там говорилось про 12 заповедей. Она разделила именно по месяцам, и получается каждый месяц она ставит себе какие-то цели и какие-то задачи, и устанавливает какие-то дисциплины, и дисциплинирует себя, в общем. И вот я бы, наверное, так и назвала свою жизнь, ну, свой фильм. Прекрасное название фильма. Я бы сходил, если бы это было, ну, то есть фильм. Так, давай. Основные вопросы у нас закончились. Так, Блиц. Любимый парфюм? По Карабану Пурексес. Последняя прочитанная книга? Проект счастья Рубин Гретхен. Любимая социальная сеть? Инстаграм. Ага. Без какой косметики ты не выходишь из дома? Помада гигиеническая. Ага. Каблуки или кроссы? Каблуки. Прыжок с парашютом или ныряние? Прыжок с парашютом. Твое любимое место в Якутске? Ресторан Каре. Клуб или уютный ресторан? Уютный ресторан Каре. Красота или ум? Умная красота. Бургер или овощной салат? Овощной салат. Я или война? Ты. Отлично.